Согласно преданиям, предки башкир пришли на Южный Урал, следуя за вожаком волчьей стаи. Так возник их этноним. Башкорт означает «главный волк». На протяжении веков башкирский народ пополнялся за счет различных племен, в избытке поставлявшихся Великой степью. К эпохе позднего Средневековья насчитывалось около 40 башкирских родов. Они были рассеяны по территории всей исторической Башкирии, от Камы до Тобола. В нашем фильме мы расскажем об одном из них. Глубоко укоренившееся мнение о том, что средоточием настоящих, или, как еще говорят, чистокровных башкир, является только юго-восток Башкортостана, с точки зрения этнографии является абсолютно неверным. Западную и центральную части нашей республики населяют родовые подразделения, сыгравшие важнейшую роль в этногенезе башкирского народа. Тому примером многочисленный башкирский род Минг. Башкиры племени Минг проживают на территории Иглинского, Чешминского, Альшеевского, Благоварского, Давлекановского, Аургазинского, Миякинского и Бишбулякского районов Республики Башкортостан, а также в ряде населенных пунктов Сармановского и Тукаевского районов Республики Татарстан. Урдас, Урдач или Ордаш-бей, его имя произносится по-разному, является первым известным истории предводителем племени Минг. Его также называли Урдас-бей с 1000 стрел. По преданию, именно от эпитета «тысячестрельный» происходит название Минг. Тюркское числительное «минг» переводится как «тысяча». Шежаре племени Минг начинается словами: «Во времена Чингиза беем мингов был Урдач». По преданию, он был одним из первых приверженцев только что вставшего на путь бранной славы Чингисхана. В средневековом сочинении «Чингизнаме» рассказывается, как Алан-Гуа, прародительница монголов, отправила на поиски бежавшего от врагов Чингисхана нескольких беев, в числе которых был и Урдач-бей. Беев, поддержавших его, Чингисхан начал одаривать знаками отличия. Когда дошла очередь до Урдач-бея, Чингисхан воскликнул: «О тысячеколчанный Урдач-бей, прозванный тысячеколчанным за то, что, будучи безмерно богатым, выводил с собою в бой по 1000 колчанными вооруженных ратников. Деревом твоим да будет береза, птицею ястреб, кличем алач, тамгою пара птичьих ребер». Со временем, после того, как произошли смута, после в Золотой Орде, минги, часть мингов была вынуждена уйти на север. Это событие связано с противостоянием, с долгим кровопролитным противостоянием Тохтамыша с Тимуром, с Тамерланом. Вот. Часть минцев ушла на север, северо-запад и вошла в Приуралье. И там она постепенно инкорпорировала состав башкирского народа. Вот. Но большая часть, следует отметить, как подтверждает наше исследование, осталась, тем не менее, в Средней Азии и постепенно инкорпорировал в состав формирующегося узбекского народа. В начале XVIII века в Ферганской долине возникает Каканское ханство, которое основали беки из рода Минг. Ханство мингов просуществовало до 1876 года, яростно отбивая сначала походы оренбургского губернатора Василия Перовского, а потом генерала Кауфмана. Но вернемся в эпоху Золотой Орды, в истории которой было немало смут, потрясавших устои государства до самых его основ. При описании одной из них золотоордынский историк Утимиш Хаджи упоминает Сангусина, потомка Урдач-бея в 6-м поколении, и само племя Минг. В начале XIV века в Золотой Орде правил Тактахан. В 1312 году он умирает, и в Батыевом царстве вспыхивает смута. Пользуясь отсутствием власти, трон захватывает эмир Такбуга. Однако еще до своей смерти хан Такта успевает отправить преданных беков за царевичем Узбеком, который в это время находился в Иране. Наутро созвал он беков, дал Кайят Исатаю и Сиджу Талатаю 40 000 человек.
и отправил их за Узбек-ханом. Да будет над ним милость Аллаха. Утимиш-хаджи, Чингиз-наме. Исатай был из племени Кыят, поэтому и назывался Кыят-Исатаем, а Алатай, соответственно, из племени Сиджут. Но чем они интересны для нас? Как пишет упомянутый выше Утимиш-хаджи, по прибытии на родину Узбек-хан передал Алатаю в управление племя Минг. Алатаю он также выделил Эль, состоявший из племени Минг, которое знаменито, говорят среди узбеков. Выделил он Исатаю Кашун, то есть тысячный отряд, а Алатаю отдал племя Минг. Утимиш-хаджи, Чингиз-наме. После покорения ханом Бату северо-восточной Руси, скажем, благодарность или в награду, Бату выделил своему младшему брату Тукай Тимуру 4 крупных племени, которые наиболее себя проявили в ходе вот этого северного похода. И среди этих 4 племен на первом месте стоят минги, как, очевидно, самый многочисленный, самый боеспособный род. А вот впоследствии, кстати говоря, минги отмечены как привилегированный род. Тем временем Ток-Буга подчинил себе народ, вступил в брак с женами Токтахана, провозгласил себя ханом и замыслил убить царевича Узбека, заманив на переговоры в свою ставку. В один из дней Узбек-хан и беки его ехали, пока не наступил рассвет. Навстречу им попался какой-то человек, который проехал мимо с устрашающим криком. Кыят-Исатай спросил: «Что за слова ты говоришь?» Тот человек ответил: «Мое имя Сангусин. Поймешь ты остальное». Утимиш-хаджи, Чингиз-наме. Упомянутый Сангусин и являлся потомком Урдачбея. Он поведал Узбек-хану и его бекам Исатаю и Алатаю о коварных замыслах Ток-Буги. Наутро все они, по всей видимости, при поддержке отряда мингов Сангусин-бея, атаковали противника и убили Ток-Бугу. Новым ханом Золотой Орды стал царевич Узбек. Узбек. В переводе с тюркских языков слово «узбек» означает «сам себе князь». После принятия ислама Узбек-хан получил имя Султан Гияс-ад-Дин Мухаммад. По его имени кочевое население Золотой Орды стало именоваться узбеками. Узбек-хан развернул историю Золотой Орды на 180 градусов. Он стал рьяно насаждать ислам. В продолжении одного поколения язычники-монголы сделались мусульманами, а вся территория Золотой Орды покрылась мечетями, в которых проповедовали имамы, приглашенные со всех концов мусульманского мира. В 15 веке некогда единая Золотая Орда распалась на части. Башкирия оказалась под властью Ногайской Орды. В середине 16 века она впадает в череду перманентных междоусобиц. В это время главой башкир рода Минг был Канзафар-бей. По призыву ногайцев многие минги ушли с ними на Кубань. Тогда Канзафар-бей обратился к сородичам: «О соплеменники, мы, если уйдем отсюда, не сможем жить. Где найдем землю, как эта?» Так и остались минги на своей благодатной башкирской земле. Царь Алексей Михайлович писал: «Первое, от Канзафара князя 4 сына. Большой сын – Хужа-Бахты, другой сын – Дистан, третий – Худай-Бахты, четвертый – Кадаш-князь». Названные в документе лица были сыновьями Канзафар-бея и его сподвижника и родственника Чублюка, которые заняли обширные территории в центральном и юго-западном Башкортостане. Они разделились на 11 улусов и властей, из которых ближайший к Уфе получило название Чуби-Минг. Чуби-Минская волость охватывала территорию Чишминского района, а также города Уфы и являлась историческим центром Башкортостана. Именно здесь находится мавзолей первого башкирского имама Хусейнбека, хана Махмуда, именуемого также Тура-ханом, а также мемориальное кладбище возле озера Акзират, где испокон веков находили свой последний приют представители башкирской знати – князья, тарханы, батыры, муллы и имамы. Башкорт кабилалары мен күйілгенсе де
Sit kabilelerden dolanıp yaşaganlar. Basıp alada dolap kete, basıp alada dolap kete. Ben şunun için bu din bu yanın elike tüp yaşagan halklar bilen birge söyleşip, birden bulup, şuşunday tolavçılarga karşıttırır için kumek bulayık, men bulayık. Şulay tirip, men takımı bulup yaşap alıp ketkenler. Аул Альбей Чишминского района относится к небольшому роду Кырк-Уйле-Минг, то есть к мингам 40 домов, который образовался в 18 веке на земле Чуби-мингов. Мырзағұл Әлібаев ошо ауылға неге салушы болып есепленейді. Шында аны ерлегенler, аның қабірі мында, беш уратып алғандар аны. Алибай Мурзагулов, главный старшина Ногайской дороги и улуса Кырк-Уйле-Минг. Проживал в аулах Альбей и Чукраклы Чишминского района. Депутат Екатерининской уложенной комиссии. Пугачевский атаман. Алибай Мурзагулов был одним из влиятельнейших людей своего времени. Не случайно, поднимая восстание, Пугачев первым долгом пытался заручиться его поддержкой. Алибай, несмотря на то, что был обласкан властью, примыкает к самозванному царю. К югу от Чишминского района находится Аургазинский. Часть территории этого муниципального образования в прошлом занимал удел младшего сына Канзафар-бея, князя Кадаша, занимавший земли по реке Уршак и именовавшийся Уршак-Минг. Князь Кадаш не только наследовал земли своего отца, но и его княжеский титул. Сын князя Кадаша, Янбахты князь, жил на территории современного Благоварского района. Именно поэтому там и до сего дня сохранились его потомки. Кеше улы Кудаш, аның дүрт улы болған. Кожа бақты, Худай бақты, Дистан и Кадаш князь. Кадаш князь, мына біз как раз кеше улының Кадаш князьге қарайбыз. По причине преподавания в качестве родной речи татарского языка в годы советской власти у многих башкир-мингов Благоварского района произошла смена национальной идентичности. Но старшее поколение всегда помнило о своем происхождении. Біздің картатайлар, алатайлар, аны гел әйтеп келелер бізге. Мектепке барганда, кеткенде татарша оқимыз бетінде. Onda sorarlar sizin milletinizni başkırt deyip aytınız deyip aytıp jibererler bizge. No iminnin men ekenligin şecerelerini tekşire başlagaç, tarihini öğrene kızıksına başlagaç nettim. Blagovar rayonunun İskusman avulunda, şundan soň Çeşme rayonunun Urta Osman avulunda yaşauvchilar özlerinin minlerden ekenliklerin bileler. Asaba başkırtları ekenligini de bileler. Saraylı avulunda yaşauvchilar özlerinin Дистандан таралганлыкларын билелер. Сегодня многое изменилось. В селениях Староусманова и Сарайлы, в которых живут потомки двух сыновей Канзафар-бея, Кадаша и Дистана соответственно, не только заново открыли для себя свое родовое древо, но и мечтают о возведении памятника своему родоначальнику, князю Канзафару. В раздельном письме мингов на имя царя Алексея Михайловича говорится, что третьему сыну Канзафар-бея Дистану была выделена земля верховья Демы. Таким образом, владение этого сына Канзафар-бея находилось на территории в основном Мейкинского района. Удел Дистана получил название Сарайли-Минг. История данного рода связывается со столицей Ногайской Орды, городом Сарайджик, в котором минги, по всей вероятности, несли сторожевую службу. Именно поэтому эта группа мингов носит название Сарайли, то есть сарайские. Сарайлы мин иләвенең асылы ва нәселе Оренбург янында Жанбек хан заманында сарайшыктандыр. Шыңгыз хан заманында әвәлге bir сарайшыктан Урадаш бидер.
В прошлом улус Сарайли-Минг располагался на территории Мейкинского и Бишбулякского районов. Одним из крупнейших поселений сарайли-минцев является село Каркали. Элек безнең ата-бабалар дин буйларыннан киткәннәр дә Минзәлә уязына барып урнашканнар. Һәм инде шуннан кире кайтканнар 1745 еллар тирәсендә булырга тиеш. 1700 елларда без Меңле аруыннан чыкканбыз һәм Меңле арулары шушы үзләренең туган якларына кайтканнар. История улуса Сарайли-Минг довольно запутана. Начать хотя бы с того, что аулы данного рода имеются не только в Башкортостане, но и в Татарстане. Когда и по какой причине произошло переселение башкир-мингов к границам Казанского уезда? Их потомки проживают в основном в Сармановском и Тукаевском районе Татарстана. Это более 20 сел Сармановского и Тукаевского района современной республики Татарстан на Минзеле. Сарайлы-минцы – это потомки тех мингов с разных родов минцев, которые поступили на службу Казанскому хану. Как известно, башкиры шли на службу казанским ханам и охраняли границу Казанского ханства, участвовали в его войнах. Долгое пребывание близ границ Казанского края, а также то, что по возвращении в родные края сарайли-минцам не удалось вернуть себе статус башкир-вотчинников, привело к определенной деформации их национальной идентичности. Даже 100 лет назад, несмотря на это, они себя идентифицируют как башкиры. Это показалась российская перепись 1917 года. В 20-е годы они идентифицируют себя с башкирами. Тем не менее, несмотря вот на эти факторы, тут добавился и политика большевиков в Башкирской республике, в том числе, не говоря о политике большевиков в Татарской республике. В этих школах было преподавание на татарском языке обучения. Вот. Ошибочно сделан вывод о том, что они татары. И вот это спустя 2-3 поколения они вдруг стали себя идентифицировать уже с татарским народом. Почему? Потому что обучение на татарском языке. То есть для обывателя, вот мы обучаемся на татарском языке, значит начальство виднее, вот, значит мы татары. Тем не менее, архивные документы, а также ШЖР, обнаруженные в Сармановском районе Татарстана краеведом Дамиром Гарифуллиным, убедительно говорят в пользу башкирского происхождения большого числа селений данного района. Без Сарай или Иләве башкортларының үткән 1715 елда әүвәлге падиша Михаил Федоровичтан кирамәт алган babalarımızın isimleri evvel Tuktamaş, bine Şeyh Dirviş, Şeyh Dirviş. Emranda tağın İngilizce var, bunda okup varık, olaylar var. Hadi okup varık mesela. Distan Baba Saray ile'nin İlevi mi kendine İlevi'nin Башкортлары шуннан келеді дегендер инде. Как видим, данное ШЖР соединяет в одно генеалогическое древо Дистана, его отца Канзафар-бея и родоначальника всех мингов Урдач-бея. Bunlar indi hazır kim arabasına oturarsan şunun gibi yerlasın tiler bitinde. Bizim barabızın da bir bütünümüzün de kuşta bir hazır neydik nazasiye bulmasın, neydik nakalık. Biz hazır barabızda din buyu başkırtları, minler ruhu. Bir tilde hileşavız bizde sarık, mesela sulayrak hileşavız bitinde. Многое повидали эти земли. Степные территории были особенно беззащитны перед лицом врага. Мында indi türlü avullar mına kurup duraqız. Mından 20-25 avul kurna. Elek bitinde Patşa hükümetini bunlar Başkurt halkın ederlegen. Rayonu bile bitirgen. Üstten kiten indi. Mına Ozna yavulu mından 20 kilometre saması eli tomanına bir nıklap kurunma hele. Anda bitinde İmaşov diyen kişi, kurunuklu kişilerden. Ama mındara kilgez. Ona tegende ağarıp kurunуп тұра бит. Mından 10 kilometre sakırım saması. Sapar avulu. Şunun ortundağına 90 bay avulu. Anda bitinde Akmulla өскен. Мына Таубашта менәм дә карап торам, как будто Акмулланың гәүдәһе килеп чыгып, "Эй, башкортларым, укырга кирәк, укырга" дип акырган бак. В годы Пугачевщины в здешних местах смерчем пролетал со своими джигитами пугачевский полковник Бузан Смаков, уроженец аула Азнай. Летом 1774 года он наносит поражение 3 эскадронам казанских улан.
Когда времена вооруженных мятежей миновали, наступило время духовных исканий. И тогда в ауле Туксанбай появляется на свет самый выдающийся башкирский поэт XIX века Мифтах ад-Дин Акмулла. И шунан хилеге еп калган менә ялан башкортлары инде. И хәзер инде патша хөкүмәте нык итеп кыса башлаган, сукындыру фәлән, шан күбрәк татарлар килә башлаган, Татарияның таулы ягынан. Алар инде килгәннәр, ни өчен дигәндә безнең башкорт халкы бит кунаксыл, үз кеше күргәннәр аларны. Үз кеше. Алар татар булсалар барыбер бит инде менә Татарияны алып кара, күбрәге болгарлар, башкортлар төптән алганда. Булай татарларның кул астында булгас, татар дип алып кителгән бит инде. Из башкир-мингов происходили такие личности, как Красный Паша Карим Хакимов, первый полпред Советского Союза в Саудовской Аравии, а также генерал-лейтенант Хаджи Ахмед Ишбулатов, командующий Белым башкирским корпусом. Из их числа выдвинулось также немало деятелей науки, культуры, искусства, таких как писатели Тухват Янаби и Ахияр Хакимов, поэты Рашид Назаров и Муса Гали, а также литератор и языковед Рашид Шакур. Вот эти последние 15-20 лет именно открылась возможность людям в архивах самим посмотреть свои родословные, свои шежере, восстановить свои шежере, праздники, народные праздники шежере, Байрамдар. Они тоже способствовали тому, что люди приоткрыли глаза, они стали интересоваться своими корнями, и произошел какой-то интерес у народа. Это не сверху вот давит, как подчеркивают местные люди, а именно они сами хотят узнать свои корни, свои происхождения, своих великих предков. Башкиры рода Минг ныне проживают в следующих населенных пунктах Республики Башкортостан. В Иглинском районе это селения Карашиды и Минзитарова. В Чешминском Альбеево, Чукраклы, Ебалаклы, Новые Ебалаклы, Илькашево, Кучумово, Караякупово, Сайраново, Нижне, Средне и Верхне Хозятово, Узы-Тамак, Сабырова, Бабикова, Бикулова, Ново- и Среднеусманово. В Благоварском – Староусманово, Баштерма, Сарайлы, Балышлы, Удрякбаш. В Альшеевском – Мало- и Старо-Аккулаево, Ибраево, Идрисово, Кармышево, Чураево, Чуракаево, Старо- и Новосипяшево, Ташлы, Абдрашитово, Алдарова, Болгазы, Новые Болгазы, Кункас, Чебенли, Сарышево, Баязитово, Мурзагулова, Акберда, Сараево, Фань, Тукмакбаш, Буданьяр, Таштюба, Альшеево, ныне районный центр Раевка. Башкиры рода Минг также проживают в селениях Усманово, Турсагали, Турумбетово, Мурадымово, Нижний и Верхний Бегиняш, Гумерово, Назмуддинова, Сиддикмулина, Старое Тикеево, Минибаево, Сулейманово Аургазинского района. Давлеканово, Курьятмасово, Старо- и Новомрясово, Кудыргулово, Казангулово, Старо- и Новошарипово, Старо- и Новояпарово, Япар-Янбекова, Новоаккулаево, Хусаиново Давлекановского района. Абишево, Аитово, Акьяр, Бекулово, Ильчигулово, Баязитово, Богданово, Большие и Малые Каркали, Енибей-Урсаево, Исламгулово, Камышлы, Карышево, Кульканкас, Кучиганова, Зидиган, Зильдярова, Шатман-Тамак, Сафарова, Туксанбаева, Сатыева, Нарыстау, Чураева, Черяш-Тамак Мейкинского района. Азнаева, Аитова, Бекулова, Дусянова, Каныкаева, Елбулак-Тамак Бишбулякского района Республики Башкортостан. Кроме того, башкиры рода Минг проживают на территории Татарстана. К их селениям относятся Старо- и Новоабдулово, Казакларово, Кувады, Кугашево, Саитово, Тлянчетамак, Ургуда Тукаевского района, а также Иманово, Сакловбаш, Сулы-Саклова, Сарайли-Бекметова, Сарсаста-Кермень, Сулюкова, Чурашева, Шарля-Арима, Чукмарлы и райцентр Сарманова Сармановского района Татарстана. В рамках одного фильма невозможно рассказать обо всех фактах истории такого многочисленного рода, каковым является род Минг. Невозможно сделать даже краткий экскурс в прошлое всех его 11 подразделений. Мы передали лишь общую схему их многовековой истории, уходящей корнями в эпоху Чингисхана.
Минги сыграли важнейшую роль в этногенезе башкир, по сути дела, завершив его. В многоцветной палитре компонентов башкирского народа их цвет один из самых ярких.